Хираса Уссурваль, Вассурваль, уважаемые братья и сестры, жители села Газикумух, всего Лакского района и гости, которые приехали к нам. Есть гости, которые приехали издалека за пределами республики, которые услышали о нашем сегодняшнем мероприятии республиканском маджлисе алимов и посетили, украсили своим присутствием наше сегодняшнее мероприятие. Позвольте всех вас поприветствовать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодняшнее мероприятие также мы начнем со священного Корана и попросим прочитать для нас Коран нашего уважаемого гостя, которого вы все знаете, который вместе с нами провел весь месяц Рамадан, украшал своим красивым голосом наши таравих намазы. Сегодня также мы его пригласили. Это уважаемый гость из Йемена, хафиз священного Корана, который знает священную книгу наизусть, шейх Ибрахим Аззубаджи. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان
الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العلي العظيم. Хочу предоставить слово полномочному представителю муфтията Республики Дагестан в Горном территориальном округе Али Асхаб Разаку. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые имамы, алимы, братья, сестры, гости нашего мероприятия, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Альхамдулиллах, безграничная хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам возможность сегодня собраться здесь, в селении Гази Кумух, провести такой маджлис алимов. Пусть Аллах Всевышний примет все наши благодеяния, приумножит их многократно и даст нам тауфик, чтобы мы слушали наших алимов и следовали тому, что будет сказано. Описывая верующих людей, Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Иннамаль му'минуна ихва, садакаллаху аль-азим». Поистине говорит: верующие, они братья. И то, что мы являемся из мусульманской религии, и что мы являемся братьями по вере, это самое великое благо для нас, уважаемые братья и сестры. И за это мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что в книгах написано, ученые алимы говорят, что братство по вере, оно намного сильнее и крепче, чем кровное братство. Если вы спросите, почему? Потому что братство по крови мы получаем от наших родителей, а братство по вере мы получаем от самого Всевышнего Аллаха и посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Братство по крови существует, пока существует этот мир, а братство по вере, оно существует как в этом мире и в мире вечном. Безграничная хвала Всевышнему Аллаху, который сделал нас братьями по вере, мир и благословение пророку Мухаммаду, который завещал нам укрепить это братство между нами. Свидетельствуя об этом, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: смысл: я для вас, что отец для детей. То есть для детей вместо отца является для нас посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, для всего уммата. И здесь есть очень взрослые, пожилые люди, у многих есть семьи, дети, и каждый родитель, каждый отец, каждая мать, она хочет, чтобы между их детьми было братство, единство, любовь, сострадание, чтобы они любили друг друга, чтобы они навещали друг друга, помогали, поддерживали во всем. И когда собственные родные дети ведут себя таким образом, конечно же, родители бывают очень счастливыми людьми. Если даже они будут голодать,
если даже у них ничего не будет из этого мира, если дети между собой, они будут дружить, они будут любить друг друга, родитель, отец, он бывает очень счастливым. И отец, каждый родитель желает этого. Точно так же, уважаемые братья и сестры, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, еще 10 раз больше желает, хочет, чтобы между людьми из его уммата, то есть между нами, была такая же любовь и братство, единство и сплоченность. И когда мы делаем все для того, чтобы объединить мусульман, чтобы между нами не было разделений, чтобы мы, братья, несмотря на национальные принадлежности, лакицун, лезгин, аварец, кумык, даргинец, несмотря на все эти моменты, нас объединяет религия Всевышнего Аллаха, религия Ислам. Если мы будем показывать свое братство, если мы будем показывать, как мы любим ради Аллаха каждого нашего брата, конечно, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, будет нами доволен. Дай Аллах Всевышний нам тауфик, чтобы мы именно таким образом поступали, и чтобы мы делали все для того, чтобы объединить мусульман и следовать за нашими алимами. Передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: один хороший маджлис смывает грехи 1000 плохих маджлисов. Пусть наше это мероприятие будет именно таким. Аминь. И еще хочу сказать, дорогие братья и сестры, в последнее время большой болезнью стало, где распространяется везде, это невежество. И одним из главных проявлений этого невежества – это неуважительное отношение к ученым, алимам, богословам. Раньше мы знаем, когда мы маленькие были, как мы уважали учителя. Даже в школе преподаватель русского языка, химия, физика, каждого учителя мы так уважали. Когда этот учитель придет к нам домой, эта семья не знала счастья, границ. Вот так они любили и уважали учителей. В адрес алимов говорит хотя бы одно слово, даже думать люди боялись. Настолько возвеличивали алимов, уважали, ходили к ним, навещали. И даже думать о алимах плохо раньше боялись очень сильно. И почему такое уважение было к алимам? Потому что сам Всевышний Аллах и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, возвеличил их. Возвеличил их в многочисленных хадисах. Возвеличил их Всевышний Аллах в многочисленных аятах. Имам Ахмад, радийаллаху анху, говорит: мясо ученых, она отравлена. Кто понюхает ее, тот заболеет, а кто съест, тот умрет. Ибн Мубарак, радийаллаху анху, говорит: кто пренебрегает учеными, алимами, то этот человек, говорит, потерял ахират. Кто пренебрегает правителями, тот, говорит, потерял этот мир. А кто пренебрегает братьями по вере, тот, говорит, потерял свою честь. Поэтому у нас есть алими, у нас есть устазы, мы простой народ. Дай Аллах Всевышний нам всем тауфик, понимание, чтобы мы любили, ценили, уважали наших алимов, следовали по их стопам, и каждый раз, когда бывают такие мероприятия, маджлисы, чтобы оставив все, мы участвовали в таких мероприятиях и маджлисах. Пусть Аллах Всевышний примет каждого из нас, и как сегодня здесь мы собрались, да соберет нас Всевышний Аллах в Джаннатуль Фирдаус под знаменем пророка, алейхиссалату вассалям. Аминь. Вассаляму алейкум ва рахматуллах. Большая просьба ко всем присутствующим, чтобы говорили аминь на каждое дуа сами тоже. Когда слышим имя пророка Мухаммада, чтобы вслух говорили саллаллаху алейхи вассалям, читали на него салават, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал: скупой не войдет в рай. И когда
Он спросил о самом скупом, знаете ли вы, кто является самым скупым? То сподвижники ответили, что не знают. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, продолжая, сказал, самый скупой это тот, кто услышал мое имя, но не благословил меня, не прочитал на меня салават. Давайте постараемся не быть скупыми и будем благословлять пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, приближаясь к посланнику Аллаха, тем самым находясь в удовольствии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Далее я хочу предоставить слово нашему гостю, нашему земляку, именно выходцу из Лакских районов, студенту Дагестанского исламского университета, выходцу селения Вихли Кулинского района Малаев Камиль. Давайте встретим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые алими, братья, гости. Иншаллах, сегодня я буду рассказывать о достоинстве ильму на лакском языке. Аллаху Та'аля Кур'ан налидиур. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allahu Teala'nın darajatın hazbu ve sertar zuba Allahu Teala'nın vihkumagu i ilmu duldumagu imici darajardu bu sarıgu İbn Abbas radıyallahu anhu buçim bulleur her alim çunel ba abidnal danu bu sertar arul turşba daraja imi her arul turşba daraja alul danu bu sertar arul turşba şinal mutta Vaksa kummasa daraja bushi bukakkan bulle burjuma ilmulul ilmu dusa insanlar va daqasa insanlar munyatu juba khirasa usturbal lakplan arpinsaru ilmu galan arpinsaru çaçinsa ayet Allahu Teala'nal Muhammed dost sallallahu aleyhi ve sellem çallikkan busa mu Bismillahirrahmanirrahim iqra galak piti sabur mu juba sabur khana qissar mu علم bahnu balan şuyurulgu. Khuri ayet rabu. Allahu Teala diyor: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi zidni ilma." Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Uçatar ina, çağ uçatar tuh. Yatul zaldu inattun dula ilmu, harzadadu ilmu." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kanakisar yalak ulşim duba, yala ilmu duba insan. Mukun savunu vagu Allahu Teala munakur ilmu harzadau çeti dua dulle. Vanin jumma çalajisar khirasa usurval va ilmul daraja va ilmu laklan arkinsar juwa harsa insan. Khurumur tamur ayet regu Allahu Teala diyor: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وني المعنى قندور الله تعالى نجاس جزاء من البخشش خلق السرطر مو الجنة صادرو Munil lultugunan istartar nihro. Mu aljannabun bu khussa halqu bikan istartar gibu abadlu mudan. Allahu Teala gu razin bikan istartar mi halqunne. Ge gibu bu khussa aljannabun bu khussa halqu razin bikan istartar Allahu Teala ne. Iwa kummasa daraja aljan sumanan bulle khalara Allahu Teala ayet rabu Mahtibur ve hersazatar Allahu Teala neye nihavusu insandan nidarım. Tijubat ukhircha Allahu Teala neye nihavusu tsumari ukunu munikhungu cevap dulleur Allahu Teala Kur'an nali. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Haqnugu Allahu Teala neye yalan nihavusma mi qanak istartar alim tal. Munyatu dinalul usurbal
Juba ve ayetirdah burugu lakulanar pinseru julda din, julda ilmu. Kurigu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis ravubur. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mu ilmu lakbabugu herça musulman çunese burç kanak ister. Musulmansa adam negu kamite paligu. Mu bakayda ilmu lakbule evkusa insandan tar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deka ilmu lakbule evkusa insandan. Munantar aljanna bunsa khuldu biha besartar Allahu Teala'nın. Julba murad mu baqaru aljanna bun bu khamsisa. Deka çak şala sehto ina mu ilmu lakbule munantar aljanna bunsa khuldu biha besar. Primur hadis rabu aleyhissalatu vesselam diyor mu ilmu lakbule bise mutaalimler piç malaik tural harutit inde sertar. Mu ilmulul mu munal pahmu khuybuzu munal pahmulul daraja açale munal piç harutit inde sertar. Yalagu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor al ulema varasatul anbiya alim tal mi kanak sertar idos tural varistal Sanimi idos tural varistal kanak ise sançirça minnal ya dinardu ya dirhamru qaqabitum bur munal qarir tudur ilmu mu Allahu Teala'nın idos turedir hussa ilmu larsu halqun nacan diyan dulle bunu di alim tal mu ilmu lasabugu mu ilmu lakbabugu idos aleyhissalatu vesselam diyor khiras sartar çak buor yargu zmadu hor yargu hac buor yargu hatta mu cihad relagor yargu mu ilmu lakbabu khiras sartar mu ilmu lakble uykusa insangu munal darajagu qanak sartar şahid samur hadis rabu gutibur mu ilmu lakble uykusa insan Hazret Sertar idos tural darajane munal danu ibad idos tural danu taksa daraja mu idos shibutisa munyatu dinalul usurbal jubalak planar pinsar julda din İmam Şafii rahimahullah diyor man arada dunya fa aleyhi bil ilmi ve man arada al ahirete fa aleyhi bil ilmi Tumanan tedrutar va dunyal hibusa khazinardu lakulak bu çatar ilmu İtumanan tebrutar ahirat aljan mu gulak uçatar ilmu ve makru tasdikban na dulda masala du cimtera na vada ustan nabsa İslamski üniversitet rabun ukhra kulpat gubunnu şarsa gudurtunu urç gubunnu mak unia arulda meraşin fussa çumal na usiyo Artık bu husa katlubu yakane. Allah'ın elçmininu, Allahu Teala'nın eltum pahmugu buldunni. Dun kattagu batsan kumagwa buunni Allah'ın maşinagu buldunni. İsseço şinço karkun kayutunna. Mu kayda mukun Allahu Teala'nın Allahu Teala'ri rizqi bulema. Herça insanla rizqi busar Allahu Teala'na ça. Muniyatu mu rizqi kabulun sarti niha kabusu. Juba ankanu batfinar pinsaru ilmu lakbule küçümme. Yala gujumma kul nubi kanar pinsaru juba Allahu Teala'nal wa ilmulul wa dinnalinu hazbusa ummatru. Wa dinnalu burdusa julda laqşibugu, bühtul şibugu, avadan şibugu, talihgu, ahir khairgu, Allah razı şabugu, her tazagu wa dillah koribu, ilmu lakori burdusa. Agar da juba lubarça Vadin dakika tsemi zadir daha juba Allahu Teala'nın kuqim bunu hamban nisaru sançirça Allahu Teala vadun yallaşan dulleur daji mu miçakral qattiran guma qalar şu sartar kamardanul qattiran guma qalar şu sartar muniyatu juba mu dunyaldul quribatirça Allahu Teala'nın kuqim bunu hamban nisaru Utti agana ilmulak bin tise insan uhurça ve ayet rugu bonu, hadis rugu buçunu namunak uçibio ga Dagestanski İslamski Üniversitet rabun uhu kunu sançirça gikudulledur vaşaldagu arasat rabu yala laksa darajali ise ilmu munin baraşi bugu kanakisar her taşinak vaşalba arasat rabusta mutaalimtar hurtu kanakisa bahs cal bueser mu bahs cal danu bugu salçimi antu her taşinak buher ga Dagestanski İslamski Üniversitet rabusta mutaalim tural
Hatta viper Salçimur, Kilçimur, Şamilçimur kanuguma Gikçasa mutalim tural buhunu. Kur'an bukbor imbiku vemi ilmur dembiku. Muniatu mubaqagu ga üniversitetra budusar ukrasa dukra pılmasa spортзал ga spортзалдан бугубусар тренер тар küçüm mesa даже олимпийский чемпион тал бур гику тренировать буле жулба муталим тал. Yakınan tarca hukubasa общежития бур. Muniatu juba ilmul khumbahan alpinsaru. Jumma yala gukulnu bikan alpinsaru juba bihtulsa puklunal naslu bushibu. Va jula Jamaluddin Kazikumuhgu Seyfullah Adi Başrarogu mu kanakisar barashibu. Sanchircha vaşalda Dağıstan ne dakika arasat ne boğu dakika vaşalda dünyaldih ilmu meşhurdur le zanebükse alim tal kanakisar ve hukunsa huysa puklunal naslu kanakisar juba. Muniyatu tulkummasa umudbur khirasa usurbal surbal juba çantu çin saruti cennem bizan saruti labe bizan saruti julba ilmu lakule din lakule batin saruti wa ilmu lakule batirca juba küçüm me batin nisaru wa ilmu qaritarca juba Allah nal lahbu an nisaru uqimban nisaru muniyatu tulkummasa umudbur her sababat talbiku ghammatchan albiku dinnal ya buçeyman albiku çalba ürçuru ghammatchami mu ilmu lakula madrasalubun hambal sarti Allahu Teala nahbu minneti bulle ura vajulba ummat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummat pino balar taya afatir daşa burçin noti khas nuva tecrübe Palestina busa usurbal basurbal elhamdülillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, дорогие братья, уважаемые сестры. Однажды вот правитель правоверных у Абу Хазима, ученого алима, спросил: «Я Аба Хазим, лима накрахуль маута, почему мы не желаем смерти? Почему нам смерть ненавистна? Некоторым людям настолько она ненавистна, что даже про смерть слышать не хотят». У меня был такой родственник, который... Если возле него я начинал разговор о смерти, он говорил: хватит, все, не надо, вообще не говори про это. Почему, дорогие братья и сестры, мы думаем, что если мы, как страусы, если голову в землю засунуть, что нас это избежит, эта участь, от этого же смерть от нас недалеко не уйдет. Мы все смертные. Один прекрасный день наступит день, как Умар ибн аль-Хаттаб, радiyallahu анху, сказал: «Куллю яумин юкаль мата фулян ва фулян». Каждый день говорят: умер такой-то, такой-то, и непременно наступит тот день, когда скажут: мата Умар, умер Умар. Наступит день, скажут: дорогие братья и сестры, назвав ваше имя, сегодня вот такой-то человек уже умер. Причины разные, причины не имеют значения, но суть того, что у нас есть конец. Что больше всего человек, покидающий этот мир, будет жалеть, дорогие братья? Я это сейчас хотел бы адресовать тем людям, которые... Когда говоришь, чтобы они совершали намаз, благие поступки, амалы, две категории людей есть, которые отмахиваются от этого. Первая категория людей, которые говорят: мы в душе верим. Мы в душе верим и думают, хотят съехать на том, что они в душе якобы верят, и думают, что с них никакого спроса в судный день не будет. Как будто бы в душе верить хватает. И вторая категория людей, которые говорят: в старости лет начну. Вот эти две категории людей, дорогие братья. Это обманутые люди, шайтан обманывает их. Чтобы вот этот обман не попасть, посмотрите, в любом аяте из Корана, когда мы читаем аяты, всегда Аллах Та'аля упоминает: «Инна алладина аману ва амилу салихат». Возле имана, веры в Аллаха, который идет вслед сразу, совершающие благие поступки. Если мы говорим, мы верим в душе, дорогие братья и сестры, это непременно будет вера проявляться в наших поступках и действиях. Посмотрите, что Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иза джаа ахадахумул мауту каля раббирджиун». Когда кому-либо из них придет смерть, они будут говорить: «О Аллах, верни меня обратно». Каждый из нас, дорогие братья и сестры, захочет вернуться обратно. Почему? Ты же дважды жизнь не проживают. Какой обратной дороги нету? Или есть? Аллах отвечает на этот вопрос. Посмотрите, каждый из нас захочет вернуться обратно. Для чего, дорогие братья и сестры?
«Ла'алли а'малю салихан фима таракту». О Аллах, я восполнил все те упущения, которые я упустил. Те благие поступки, которые я не совершал, я хочу восполнить. О Аллах, верни меня обратно. Так ты же в душе верил, почему тебя обратно ты напрашиваешься? Какие благие поступки? Ты же говорил, что в душе верить достаточно. Недостаточно, дорогие братья. Также недостаточно. И обратной дороги не будет тем, кто просит, потому что Аллах сказал дальше: «Калля иннаха калиматун хуа каилуха». Нет, говорит Аллах, это всего лишь слова, которые он произносит. Обратной дороги не будет. Хасан аль-Басри, рахмаллаху та'аля, возле своего дома вырыл такую могилу. Каждый день представлял он, что он умер, как будто бы умирает, и его ложат в могилу. Он ложился в эту могилу, представлял смерть, процедуру, как будто его душу забрали, уложили. И каждое утро он начинал с этих процедур. Он вставал с земли, говоря: «Раббир джи'уни», «О Аллах, верни меня обратно». Вставал, стряхивая землю с головы, он говорил, обращаясь к самому себе: «О Хасан, Аллах вернул тебя обратно». Аллах тебя вернул обратно. И Хасан аль-Басри этот жизнь проживал, как будто его последний день из его жизни. Поэтому, дорогие братья, Али Асхаб радиаллаху анху сказал: «Ман занна аннаху ясилу бидунил джухди фахуа мутаманнин». Тот, кто думает, что он получит рай всего лишь без усердия, без совершения благих поступков, это мечтатель. Мечтателями быть нельзя, дорогие братья и сестры. Нам надо совершать благие поступки. И вторая категория людей, которые говорят: в старости лет начну. Часто вот эту фразу тоже слышу. Если у него спросить, когда это вот эта точка, линия, перейдя которой все люди начинают намазы совершать, оказывается, этой линии нету. Человек 60 лет, человеку он может сказать: в старости лет начну молиться. Так когда же эта старость наступает? Согласно определению арабского языка, после 40 лет, до 40 лет арабы употребляют слово шаббун, молодой человек. Дальше уже идет шейх, слово старый человек употребляет после 40. Так когда у этих людей, которые всегда оставляют на потом, когда у них наступает старость, при которых они начинают совершать религию Всевышнего Аллаха, исповедовать, дорогие братья, это обман, дорогие братья. Большинство обитателей ада в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: аль-мусаввифун. Это те люди, которые откладывали на потом. Могилы заполнены теми людьми, которые оставляли и откладывали на потом, дорогие братья. Поэтому нельзя откладывать, нельзя быть обманутым шайтаном. Надо, дорогие братья, соблюдать религию Всевышнего Аллаха, дорожить этим. Потому что религия дает нам то, что счастье в обоих мирах. Это настолько величие ислама. Если мы познаем, если мы будем дорожить, ценить то, что Аллах нам дал, религию в качестве милости, это величайшая милость, дорогие братья и сестры. Мы же видим столько разных людей, разных убеждений, разных культур мы видим. И настолько вот даже в наши рамки, которые даже не укладываются, мы от этого всего избежали, потому что ислам нас научил этой жизни. Этим исламом надо дорожить. Не так, что хочу беру, что не хочу оставляю. Именно полностью, как Аллах сказал в Коране: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, я айюхалладина аману удхулю фиссильми каафатан». Полностью соблюдайте ислам, входите в ислам полностью. В другом аяте Аллах говорит: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, афату'минуна би ба'дил китаби ва такфуруна би ба'д». Неужели вы часть книги Аллаха в часть верите, а в часть отбрасываете? Полностью. Надо принимать полностью, дорогие братья и сестры. То, что нам нравится и не нравится, не определять, не выделять. Соблюдать религию Всевышнего Аллаха полностью. Потому что если мы шукру не будем делать, Аллах может лишить нас, Аллах может забрать нас. Поэтому без хороших поступков, амалов, это человеку в судный день спасения не будет. Обязательно он должен совершать благие поступки. Представьте себе, я вас нанимаю на работу. Я говорю: если ты мне, вот условно говоря, стену вот здесь у меня дома, если стену построишь, я тебе дам заработную плату. Через месяц ты приходишь и говоришь: дай мне деньги. За что? А где стена? Ну, я в душе хотел, в душе я мечтал тебе построить ее. За это дай. В смысле, я за это не даю ничего. Ты мне сначала стену построй. Поступками надо показывать. Веру во Всевышнего Аллаха в поступках должна проявляться. Самый главный столб ислама — это намаз, дорогие братья. Первое, что в судный день Всевышний спрос с нас начнет, это намаз. Имам Куртуби говорит: если ты встретишь высокомерного и гордого человека, то знай, что этот человек не совершает намаз. Потому что гордость и высокомерие с суждами не стыкуются. Потому что, дорогие братья, человек, который намаз совершает, Аллах сказал в Коране: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, инна салата танха анил фахшаи валь мункар». Намаз отвергает человека, защищает от
порицаемых и предрассудительных поступков, от плохих поступков отдаляет человека намаз. Намаз это основа. Нету религии у того человека, у которого нету намаза, дорогие братья. Первое, за что спрос будет, мы же понимаем, настолько важность иметь это столб ислама, как намаз. Почему? Потому что мы видим, как вот Мухаммад Икбаля есть такие слова, вот человек, который вот гордость проявляет, делает сужда Аллаху в намазе, он будет покоряться и подчиняться всему угодно. Тот человек, который Аллаха боится, все будет его бояться. Человек, который всего боится, кроме Всевышнего Аллаха, он будет всего бояться. Мы видели это, когда нас пугали судным днем в 2012 году, как люди массово, те, которые говорили, мы уверовали в Аллаха, и в судный день за свечами покупать побежали все за свечами. Где тогда был иман, вера в Аллаха, дорогие братья? Где было знание наших признаков судного дня? Это от того, что слабый иман, дорогие братья. Потому что Аллах сказал, «Калятиль а'рабу аманна». Бедуины сказали, мы уверовали. Аллах говорит, ты скажи, вы не уверовали. Вы скажите, аслямна, мы приняли ислам. «Валям ядхулил иману фи кулубикум». Иман не вошел в ваших сердца. Иман в ваши сердца не вошел. Чтобы иман в сердце у нас был, дорогие братья и сестры, аль-инсану юкаду мин бадинихи, в наших действиях и амалах должно проявляться признаки ислама и имана. Иман надо полностью принимать, дорогие братья. Не превращать в шведский стол, что хочу беру, что не хочу не беру. И самый первый столб, показатель того, что иман есть у тебя или нет, это намаз. Это основа. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, пришел, он пришел в общество, где были люди, которым 60 лет было которым 10 лет. Эти сподвижники, которые только столкнувшись с исламом, они не сказали, ой, нам 60 лет, наверное, нам поздно. Никогда поздно не бывает. Врата милости Аллаха открыты, пока наша душа до нашего гаргарата не дойдет, дорогие братья и сестры. Никогда не поздно. Если вы думаете, наверное, вся жизнь у меня вот так прошла, мне уже поздно совершать намазы, посты и так далее, это шайтан обманывает. Вопреки назло этому шайтану, дорогие братья, начните делать намаз. Начните соблюдать религию Аллаха полностью. Аллаху Та'аля окутает нас своей милостью, Аллах нас не оставит. Пусть Аллаху Та'аля нас не лишит, дорогие братья, имана и ислама. Пусть Аллаху Та'аля сделает так, что мы соблюдали полностью ислам. Пусть Аллаху Та'аля даст нам тауфик и заберет наши души в имане. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. Хочу предоставить слово следующему нашему гостю, человеку, который не один и не два шага сделал на это мероприятие, который в течение 5 часов ехал сегодня к нам на маджлис, чтобы выступить сегодня перед нами. Это имам Сулейман-Стальского района Шамиль Хаджи Амаров. Пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулихи Мухаммаду, аля алихи вассахаби аджмаин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Древняя, благодатная, баракатная земля Казикумуха сегодня принимает столь масштабное мероприятие, республиканский маджлис алимов. Хотел бы с этим праздником, можно сказать, поздравить казикумухцев, весь район, весь Лакский район и весь лакский народ тоже. Мы знаем, что Казикумух в свое время играл очень важную роль в деле распространения религии ислам в нашем прекрасном Дагестане. Географически вообще сам Казикумух расположен так, что в ту сторону пойдешь, аварцев найдешь, туда пойдешь, даргинцев найдешь, направо пойдешь, там агульцев с лезгинами, рутульцами найдешь, чуть дальше азербайджанцы и так далее. Вокруг все вот эти национальности, народности Дагестана и посередине маленький прекрасный лакский народ, который сегодня нас здесь собрал. Вот хочу небольшую историю рассказать. Мы даже не знаем, насколько тесно переплетены судьбы наших народов, вот, чтобы мы не различали по национальностям, по этим, чтобы не делились. Одну историю. Я много лет работал имамом в Курахском районе. И, скажем так, хотя я являюсь уроженцем Клярутинского района. Однажды мне звонит некий человек, один из моих братьев, позвонили и говорят, у вас в Курахе есть, говорит, такой квартал Кадияр. Я говорю, да, есть. Там есть этот Тухум, говорит, сохранился? Да, есть, сохранился. Оказалось, этот человек был родом из Цумадинского района, он мне теперь рассказывает, что Хусейнеу Мухаммад из Гигатлем, все же слышали о варце? Хусейнеу Мухаммад, Маулид, Цалунг, Атхана и так далее, это вот здесь на лакском тоже, по-моему, в переводе его маулид, по-моему, прочитали. Альхамду, альхамду, сумма альхамду, дуя Аллах. Вот это маулид, вот это жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которое
Наверное, аварский народ больше всего читал это жизнеописание сира пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которое в стихотворной форме описывает шейх Хусейн Мухаммад. В 20 веке, по крайней мере, это больше всего этот маулид читали. До того, как появились Назм-аби Саида Афанди Куддиса Сирруху, насколько я понимаю. Так вот, оказалось, что отец этого Хусейна Мухаммада был из Кураха. Понимаете? То есть, его отец, получается, был лезгином. Переселился Гигатель из Кураха. И его сын на чистом аварском литературном языке пишет такие назмаби, такие стихи, восхваляющие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что по сей день их читают. История не заканчивается. Потом, когда начали выяснять, кадияр, кады, от слова кади, кади, судья, оказалось, что этот Тухум был переселенцем из Казикумуха. То есть они в Курах переселились отсюда, с Казикумуха, были родственниками шейха Джамалуддина Казикумухского, потомками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по линии Хусейна, радиаллаху анху, дочери Фатимы, радиаллаху анха. Оказалось, в Курахе они обосновались, когда переселились отсюда. Но здесь тоже история не заканчивается. Сюда они уже переселились из, как мы понимаем, Аравии. То есть арабы переселились в Казикумух, стали лезгинами, то есть лакцами, потом переселились в Курах, стали лезгинами, дальше переселились, стали аварцами. Поэтому у нас, наверное, корни, где кто, у кого что есть, один Аллах знает. Поэтому здесь делиться нечего. Если кто-то, какой-то народ, у вас есть антипатия к какому-то народу из дагестанских, возможно, ваши предки именно из этого народа. Так что не спешите кого-то обвинять, говорить, вот эти даргинцы, или аварцы, или кумыки, или лакцы, лезгины плохие. Поэтому, возможно, все так очень все переплетено. Мне бы же хотелось также восхвалить этот лакский народ. Это народ, который, сын которого вот, вынудил, заставил с любовью сказать одному из сильнейших правителей нашего времени, нашему президенту страны, сказать, что я лакец, я дагестанец. Это тоже выходец из лакского народа. И, как я понял, узнав жизнеописание этого парня, это не все просто так. Это было воспитание, которое было заложено в него. Сегодня мне хотелось бы немного поговорить о тех основополагающих вещах, с которыми приходили все пророки. Шариаты у них могли быть разные, но то, с чем они приходили, основные основополагающие вещи, их было 5. И все шариаты, всех пророков защищали эти 5 вещей, 5 основ. Это защита, в первую очередь, религии, веры человека. Она неприкосновенна. То есть нет принуждения в том, чтобы заставить человека верить или не верить. Далее, каждый пророк, и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходил, его религия пришла с защитой жизни человека, то есть и здоровья человека, соответственно. Имущество человека. То есть почему воровство запрещено? Потому что оно нарушает вот этот принцип. Почему запрещается кого-то ударить и так далее, что-то делать? Потому что оно нарушает принцип жизни, здоровья человека. Почему нельзя совершать, злословить за спиной, совершать зина и так далее? Потому что это задевает следующую основу, это честь. То есть религия защищает честь человека. И далее разум человека. Сегодня немного хотелось бы поговорить о пагубных привычках, которые очень сильно укореняются в последнее время среди нашей молодежи, показывая, как это дань моде, показывая, что ты становишься мужчиной, когда над твоей головой клуб дыма. Если над головой дыма нету, значит ты не мужчина. Вот такое внушение делают. Или если ты куда-то за губу что-то закинул, ты значит уже крепкий парень, хороший мужчина, способный на поступки и так далее. Разными методами, разными, очень агрессивная такая политика, пропаганда идет того, чтобы нашей молодежи, наш народ спаивают. Употребление наркотиков увеличивается. Вот я один просто пример приведу. Вот из наркотиков, из вина, водки взять, допустим, да, или взять сигарету. Как вы думаете, наименьший вред от чего исходит? От наркотиков, вина, водки или от сигареты?
Все они вредные, естественно. Но, наверное, многие говорят, что все-таки сигарета. Давайте возьмем сигарету. Человек, когда первый раз начинает сигарету курить, он где его курит? Перед отцом начинает он курить? Он перед учителями курит сигарету? В обществе курит? Нет, первую сигарету он закуривает где-нибудь, подворотне, правильно подсказали, где-нибудь в туалете. Я извиняюсь. Так оно и есть. Начинается там скрытно, или среди таких пару человек, которые его сподвигнули к этому. Далее что происходит? Далее этот человек через какое-то время начинает курить эту сигарету уже в обществе незнакомых людей, которые ее могут не знать, он не стесняется. Далее эту сигарету он начинает курить среди друзей, дальше уже идет к тому, что перед учителями, перед селом, и дальше некоторые курят его и перед родителями. Почему я это описал? Вот те 5 принципов, которые мы говорили, смотрите, каждый из этих принципов коснулось курения. Каким образом? Если взять религию, сигарета пользу дает религию или вред дает религию? Конечно же вред дает, потому что человек, который курит, он отдаляется от религии. Хочешь, не хочешь, вот человек не приближается к праведным людям, не приближается к религии, он напротив отдаляется, чуть подальше держится. Да, некоторые могут сказать, я курю, я в мечеть хожу и все остальное. Если бы он не курил, он достиг бы еще больше. В любом случае, для его религии вред от этой сигареты есть. Мы видим, первая основа, с которой мы приходили все пророки, нарушена из-за чего? Из-за сигареты. Второе, для жизни, для здоровья сигарета что делает? Мы же знаем, что это факты у нас есть, это все перечислять здесь просто времени не хватит, потому что это общеизвестный факт, какой вред наносит организму курение. Далее мы говорили 5 основ. Сигарета бережет имущество или наоборот пускает в дым все наше имущество. Нарушается следующий принцип. Следующий принцип – честь. Вы скажете, каким образом сигарета нарушает честь человека? Вот тем образом, что я вам пример привел, когда в начале человек, когда начинает курить, или вообще когда парень или девушка первый грех, когда совершает, начинает вот где-то там с мальчиком, девочкой разговаривать, или мальчик с девочкой разговаривают. Как они бывают? Язык переплетается, эти щеки краснеют. Человеку неудобно бывает. Почему? Потому что есть это фитра. Аллахом, субхану ва та'аля, зарожденная чистота в человеке. Природная чистота, которую Аллах в него заложил. Ему неудобно бывает. Поэтому он вначале, вот эти ях, намус у него, который Аллах, который дал, вложил в него. Поэтому он не мог курить. Посмотрите, что делает сигарета с честью человека. Постепенно он думает, да ладно, там, начинает среди друзей курить. Он теряет ях, намус, уже стыд. Вот врожденное чувство стыда теряется тогда, когда он эту сигарету уже курит перед своим учителем. Перед старшими, аксакалами. И, наконец, перед отцом. Если это было бы хорошо, почему он сразу перед отцом тогда не курил? Потому что у него еще душа чистая была. Вот яхнамус, вот эта фитра, которая в нем была, оно еще присутствовало. Что сделала сигарета с его честью? Мы не говорим здесь никоим образом, что те, кто курит, они бессовестные люди. Речь не об этом. Очень много достойных людей, воспитанных людей. Яхнамус, которые есть люди. Но вот эта сигарета все-таки какую-то часть их яхнамуса все равно убирала. Они были бы намного лучше, эти люди. Кто-то говорит, я знаю и курящих, или я сам курящий, но при этом уважение к старшим, все остальное соблюдаю получше, чем те, которые молятся, говорят. Может быть. Но если бы человек не курил бы, он стал бы намного лучше в нравственном плане. Поэтому что говорить об остальных вещах? Я о остальных вещах просто останавливаться не буду. То, что делает с нашим организмом, с нашей честью, с нашим разумом, наркотики, вот то, что мы выпиваем и так далее, теряется честь и ахнамус. Один пример приведу, удивительный. Приведу пример, вот пример того, что когда человек выпивает, что может быть. Мне один имам рассказывал, я присутствовал на мероприятии, когда он рассказывал, один человек пришел к этому имаму и говорит, имам, когда имам сделал проповедь про талак, про разводы, каким образом это может случиться и что нужно правильно его сохранить, если развод был, то каким образом все эти моменты, когда разъяснял, он все это выслушал, отдельно подходит к имаму и говорит, о имам, оказывается, я посмотрел 30 лет, если не ошибаюсь, 30, то ли 40 лет назад, вот так именно говорил своей жене вот эти слова, я с тобой развожусь.
Именно вот эти прямые слова от Аллаха. Но я, говорит, не знал, что... Я не понимал, говорит, я был выпивший. И я думал о том, что я пьяный, о том, что дал развод не получается. Ну, он об этом не задумался. Когда выпивший был, дал развод своей жене, и после этого более 30 лет жил со своей, уже, это не жена, уже получается сожительницей. Это уже не жена, он совершал в течение 30 лет страшный грех прелюбодеяния. На этом не ограничивается. У него после этого рождаются 2 дочери. Он этих 2 дочерей тоже замуж выдает. По шариату, вот здесь имаму мне не дадут солгать, по шариату этот ребенок, который родился от прелюбодеяния, отец, хотя он биологический отец, он не является, в правовом плане, он не является отцом для этой девочки, для этих своих биологических детей. У него на него эти ахкамы, решения шариата, то есть это дети не наследуют его наследство и так далее. Он не мог выдавать замуж вот этих дочерей. Он не имел права, он не является валием, опекуном этих девочек. Не являясь их опекуном, он выдал якобы их замуж, и опять-таки этих девочек тоже обрек на прелюбодеяние. То есть у них, у дочерей тоже, получается, никаха не было. Вот к чему нас ведет то, что мы иногда таким сладким нам кажется, и то, что нам говорят, если ты мужчина, пить надо, говорит. Но я видел в других местах, в городах, женщины тоже пьют. Поэтому мужчинство от того, что ты пьешь, не определяется. На этом я ограничусь. Альхамдулилля, раббил аламин. Патриотизм и любовь к родному краю, к родному селу, к родному району, к своей родине, к своему языку, это не пытаться другие нации принизить перед своей. Это особая любовь к своему родному краю и к своему родному месту. Но вместе с этим это сопровождаться должно любовью и уважением к остальным другим также народам, творениям Всевышним Аллаха, потому что именно к этому призвал нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Дай Аллах, чтобы именно такими мы с вами и были. Аллах мами. Следующим я хочу предоставить слово имаму мечети имени имама Шамиля, нашему уважаемому брату, который тоже с особой любовью любит весь лакский народ. И почему особенно он его любит, он сейчас сам нам расскажет. Мухаммад Хали Сулейманов, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня очень много проблем вообще в этом мире. И у мусульман, и у немусульман. Много наркомании, много страха. Люди с охраной ездят и так далее. Столько течений разных. В общем, много-много испытаний в это время. И вот такие же вот проблемы были во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. 10 лет, пока он проповедовал эту религию в Мекке, когда он стал пророком, он очень в большом страхе находился. Он и его сподвижники, они ислам тайно проповедовали, распространяли, бывало явно. Потом они, когда переехали в Медину, они ложились с оружием, просыпались с оружием. Были тоже такие тяжелые времена, когда был страх. И Всевышний Аллах заменил этот страх на спокойное состояние, на уверенное состояние. Была религия неправильная, было много неправильных религий. Когда умирал отец, сын приводил свою мать на рынок, и он продавал ее в рабство. У арабов вот такой вот был обычай, такая религия у них была. Женщина, она не имела никакого авторитета, никакого уважения к женщине не было. Представьте себе, родной сын, он продавал свою маму на рынке, непонятно кому вообще, мужчинам продавал. Вынужден был, такие были обычаи, такие взгляды у них были. И главенствовали на этой земле люди, которые были такими притеснителями, тиранами, у кого не было нормального взгляда, которые распространяли беззаконие, беспредел. Это все было. И вот примерно такая же картина мы сегодня видим, то, что в Палестине война, например, то, что сегодня родители очень в большом страхе бывают.
их дети наркоманами станут или кем станут, непонятно, они курить будут, пить будут. Вот это весь беспредел, который есть сегодня, как его можно остановить? Вот у нас в чем вопрос. Как это было остановлено во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и как продолжали сподвижники именно вот, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот на этот момент ответ мы хотели бы сегодня разобрать. Это очень серьезный вопрос. Вот на этот момент Аллах в Коране отвечает: Бисмиллахи рахмани рахим. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Аллах в этом аяте упоминает именно вот три момента, которые нам сегодня очень необходимы. Мы пытаемся достичь этого, но у нас методы неправильные. Аллах говорит в Коране, Аллах говорит, обещал уверовавшим из вас. Не просто мусульманам, а кто на самом деле уверовал. Мы знаем, религия, она состоит из 3 столпов. Это иман. Потом Аллах говорит, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, которые совершали праведные поступки. Не просто вот так вот говорили, если Аллах все предопределил, я верю в предопределение Аллаха, и Аллах сам даст нам спокойствие, правильную религию и так далее. Аллах говорит, уверовавшим, и потом, которые совершали благие деяния. Им, говорит, Аллах обещал. А что такое благие деяния? Благие деяния, они бывают, 2 видов бывают. Либо телом, это 2 столб, это ислам, это совершение намаза и так далее, и так далее. И бывают сердечные деяния, бывают. Это уже 3 столб, это ихсан. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, это чтобы ты намаз совершал, зикру делал и другие моменты, то есть чтобы ты поклонялся Всевышнему Аллаху телом, но в это время не отвлекаясь от Всевышнего Аллаха. Вот это вот сердечное деяние. И вот мы сегодня верим во Всевышнего Аллаха, амал тоже делаем телом, но вот этого сердечного деяния, если не будет, нам Аллах это не даст, то, что нам Аллах дальше обещает в этих аятах. Сердечное деяние, оно что такое? Как вообще вот проявляется сердечное деяние? Либо сердцем человек шукру делает, либо человек сабру делает. Вот единственное сердечное деяние. Другого деяния сердцем не бывает вообще. Что такое шукр теперь? Когда человек намаз совершает, когда человек кушает, когда человек, например, женился, любое благо, которое Аллах ему дал, когда он от Аллаха, когда видит, значит, он сердцем поклонился Всевышнему Аллаху, благое деяние совершил. Если Всевышний Аллах дал ему какую-то неприятность, кто-то его принизил, кто-то его оскорбил, ему долг не вернул и так далее, любую неприятность, когда Всевышний Аллах в виде какой-то причины отправляет, и он видит от Всевышнего Аллаха, не обижается на людей. Именно как он говорит, я верю в кадар Аллаха, что Аллах все создает, он когда сердцем, когда это признает, эта вещь сабру называется. То есть видение какой-то неприятности от Всевышнего Аллаха сабру называется, видение какой-то приятной вещи, это называется шукру. Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, кулю ми ризqi раббикум вашкуру лаху. Вы, говорит, пользуйтесь благами Всевышнего Аллаха, мечетями, намазами, женами, детьми, водой, этим воздухом, всеми благами, которые Аллах вам дал, пользуйтесь. Но не забывайте, для чего Аллах это вам все дал, чтобы вы в конце могли Аллаха поблагодарить, увидеть, что от Всевышнего Аллаха это идет, а не чтобы люди мы подлизывались. И единственная причина, Ибн Аталя Сакандари говорит, рахимахуллах, из-за которой Всевышний Аллах лишает какого-то своего раба блага, Аллах дает ему ни'мат, дал богатство, уважение, у кого-то жена хорошая, потом она от него уходит, он потом отправляет людей на маслахат, она не хочет к нему возвращаться, кого бы ни подключили, она говорит, нет, я к этому человеку обратно уже идти не хочу, говорит. Почему Аллах забрал у него ее? Потому что он не смог этим уделом правильно воспользоваться, то есть он не смог поблагодарить Всевышнего Аллаха
за этот дар. Он думал, что он такой достойный человек, она обязана ему подчиняться, он такой красивый, он такой умный, такой и так далее при деньгах, поэтому она должна была ему подчиняться. И он, когда к себе относил благо, а не ко Всевышнему Аллаху, когда он себя благодарил, а не Всевышнего Аллаха, Аллах забрал у него. Почему? Потому что ему нельзя было. Потому что именно эта жена, эти деньги, это уважение, любое благо, которое Аллах ему дал, будь то здоровье и так далее, оно как раз таки его от Всевышнего Аллаха отдаляло. И до тех пор, пока человек, он не осознает, в чем причина того, что Аллах лишил его, Аллах этот ни'мат ему никогда не вернет. 20 лет пройдет, 30 лет пройдет, Аллах ему это благо не вернет, пока он таубу не сделает. А признаком того, что он таубу сделал, что? Это осознание того, что он, оказывается, неправильно пользовался. Он Аллаху спасибо говорить не умел. Вот вы представьте себе вот одну картину, когда Абу Бакр, радиаллаху анху, он свою дочку Аиша, радиаллаху анху, выдал за пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Про нее пустили слух лицемеры, что она совершила грех прелюбодеяния. Насколько было тяжело Абу Бакру, радиаллаху анху, что именно его дочь, она стала причиной переживаний пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижнику пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И одним из тех, кто подключился к этим слухам, был Мистах, радиаллаху анху, двоюродный брат Абу Бакра, радиаллаху анху, который с ним бок о бок защищал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в битве при Бадре. Он тоже подключился, тоже подумал, неужели она такое сделала, и где-то тоже дальше передавал. И в этот момент он говорит, Абу Бакр, радиаллаху анху, который помогал своему двоюродному брату, деньгами помогал и так далее, он перестал ему помогать. И Всевышний Аллах аят не спаслал, где Аллах говорит, чтобы Абу Бакр простил Мистаха, радиаллаху анху, и дальше ему помогал. Вот представьте себе, про твою дочку слух пускает, что она зина сделала, и ты должен этого человека простить, и еще должен помогать ему материально. Вот такое испытание Всевышний Аллах отправил Абу Бакру, радиаллаху анху. И Абу Бакр, радиаллаху анху, говорит, о Аллах, я, говорит, нуждаюсь, говорит, в твоем прощении. Потому что Аллах говорит, если ты хочешь, чтобы Аллах тебя простил, ты тоже, говорит, прости его. Если Абу Бакр, радиаллаху анху, хочет, чтобы Аллах ему ризк давал, пусть он тоже ризк дает. И Абу Бакр, радиаллаху анху, простил его и дальше начал ему помогать. И потом у Абу Бакра стал более совершенный уровень, чем тот, что был до этого. Если до этих пор Абу Бакр, радиаллаху анху, видел, что Мистах смог ему навредить, тут Всевышний Аллах показывает, он тебе не навредил. Если бы не моя воля, он бы тебе ничего не смог бы, говорит, сделать. И тогда, когда Мистах стал причиной его более совершенного уровня, он еще больше, говорит, его полюбил. Вот что означает сабру, видение какой-то неприятности от Всевышнего Аллаха. Это сердечное поклонение. Поэтому вот дальше Аллах говорит, обещал уверовавшим из вас, у кого есть иман, и амал делающим, у кого был ислам и ихсан, видимое и сердечное поклонение. Что Аллах обещал? Аллах говорит, вас сделает своими наместниками на земле. Вы будете главными, говорит, на земле. Сегодня, сколько бы мы ни пытались, что бы мы ни делали, мы сегодня, например, не можем Палестину защитить. Почему? Аллах нам такую силу не дает. Так же, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, первые 10 лет, когда был в Мекке, когда его близких сподвижников убивали, он же войну не объявлял. Он же не мог ничем помочь. Прямо перед его глазами сподвижников убивали, а он ничего не мог поделать. Почему? Потому что Аллах этого так не хотел на тот момент. А потом, когда уже они достигли высокого уровня в религии, когда они амал делать начали, все делать начали в Медине, уже Всевышний Аллах дал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, власть Аллах дал. Он завоевал Йемен полностью, некоторые земли Шама завоевал, разные правители, они начали ему подарки отправлять. Абу Бакр, радиаллаху анху, этот путь продолжил. Умар, радиаллаху анху, Персию завоевал и так далее. И вот так долгое время мусульмане, они поднимались все выше и выше. Почему? Потому что амал делали и внутренне, и внешне. Как Аллах обещал в Коране. Потом Аллах говорит, я вас, когда сделаю главными,
я, говорит, вам на эту землю, говорит, дам, я установлю на этой земле ту религию, которой Аллах сам будет доволен. Чистую религию, истинный путь. Не всякие заблудшие течения будут что-то говорить, а реально правильные люди, они будут религией управлять. И потом Аллах третий говорит, и потом я, говорит, лишу ваши сердца страха, а вместо этого страха я, говорит, вам, говорит, дам, я вселю в ваши сердца уверенность, спокойствие, гарантию, говорит Аллах, говорит, дам. И уже мужчина, он уже не будет соблюдающий свою жену бояться. Он не будет бояться, что его дети, они станут наркоманами, что какие-то заблудшие течения там выйдут, там какой-то базар могут устроить. Аллах полностью страх уберет только при условии. В каком условии? Если мусульмане, они станут амал делать, соблюдать и внешне телом, намаз и так далее, и внутренне сердцем. А вот мы говорили, что такое сердечное поклонение. Это когда Аллах дает благо. Это не кому-то подлизываться, не к самому себе относить. Вот бывает человек, допустим, его уважают. Он такой достойный человек. Потом он кому-то позвонил, телефон кто-то не поднял. И он говорит ему, я к тебе позвонил, ты телефон не поднял. Ты даже не перезвонил ко мне, даже, да. Ты как думаешь, я тряпка или нет? Вот я что такого сделал, чтобы ты посчитал, что ко мне можно и не перезванивать, допустим. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то уважение, которое Аллах до сих пор внушал в сердца людей по отношению к этому человеку, он от Аллаха не видел. Он не как Аллаха благом это пользовался, он думал, что он сам достоин уважения. Вот в чем была проблема, и Аллах у него забрал это. И вот из-за этого сегодня у нас, у мусульман, нету такого возвеличенного положения. Если Аллах нам даст величие, мы это к Аллаху не будем относить, мы к себе это будем относить. Мы за это Аллаха благодарить не сможем. От того, что мы Аллаха благодарить не сможем, из-за этого Аллах нам не дает, чтобы в судный день мы не стали теми людьми, у которых Аллах будет спрашивать за это уважение, какое, которое не к Аллаху относили, а к самим себе относили. Вот, поэтому этот путь, о котором мы говорим, внутреннее состояние, он бывает только путем любви к тем людям, у кого есть такое понимание. Потому что у человека иман больше или меньше не бывает, чем иман того, кого он больше всех любит. Поняли, да? Вот человек, он хочет того или не хочет, он будет иметь столько имана, ни больше, ни меньше, чем того, кого он больше всех любит. Тот мужчина, даже у кого есть, например, вирд, он на намаз стабильно ходит, допустим, в мечеть, но он очень сильно, больше всех, он любит свою жену, чем даже наставника своего духовного. У него иман больше, чем иман его жены не будет, чем иман своих детей, допустим, и так далее. Поэтому вот этот самый главный путь, вот, например, вот мы видим Джамалдин Кази Кумухский, Сайфулла Кади. Вот эти вот люди, они в свои времена люди, которые спасали народ Дагестана. Вот Джамалдин Кази Кумухский говорит, что человек говорит, сколько бы он ибадатом не занимался, он говорит, Всевышнего Аллаха не достигнет, если он не будет любить хороших людей. Сколько бы он ибадат не делал, он говорит, не достигнет. Книга Адабуль Мардид, он так говорит он. Примерно такие же слова говорит Умар, радиаллаху анху. Если человек, говорит, ночью будет намазами заниматься до утра, днем будет поститься, будет садака, закат делать, но если у него ради Аллаха любви, говорит, к хорошим людям не будет, и ненависти к плохим людям не будет, этот весь ибадат, говорит, ему пользу даже, говорит, не принесет. Примерно то же самое, что говорил Джамалдин Кази Кумухский. Почему Всевышний Аллах имаму Шамилю и его армии, его наибам столько времени такую поддержку оказывал? Их наставником был Джамалдин Кази Кумухский Кудиссируху. И они соблюдали то, что он говорил. Вот поэтому пусть нам Всевышний Аллах поможет идти именно по пути этих двух великих наставников. Сайфулла Кади Кудиссируху такую же роль сыграл в свое время. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Ассаламу алейкум, уважаемые алимы. Ассаламу алейкум, дорогие гости и уважаемые земляки. Сегодня действительно
очень большое важное событие в истории Лакского района. Разрешите мне от имени главы района Юсупа Гамидовича, от имени всех наших земляков поприветствовать вас, гостей нашей древней Лакской земли и древнего Казикумуха. Действительно, нам отрадно, что сегодня это высокое мероприятие проводится на Лакской земле. Я хотел бы выразить благодарность муфтияту республики. Хотел бы сказать спасибо нашим имамам, которые организовали сегодняшнее мероприятие. Действительно, проведение этого мероприятия на Лакской земле, это вдвойне нам приятно. Почему? Потому что Лакская земля вырастила немало богословов, которые внесли очень большой вклад в развитие ислама, в распространение ислама не только в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Они имена, что это шейх Эфенди Башларов, который знает вся Россия, весь мусульманский мир. Наш шейх Казикумухский, Джамалдин Казикумухский, который был всю жизнь находился вместе с Шамилем, с имамом Шамилем и помогал ему в его борьбе за независимость Дагестана. Я хотел сказать им всем спасибо за те выступления, которые здесь прозвучали. Почему? Потому что они воспитывают нашу молодежь в духе патриотизма. Они способствуют тому, чтобы наша молодежь уважала старших, имела крепкий имам и крепкий ислам. Ислам сама по себе религия очень миролюбивая, которая требует такого же отношения не только к себе и к другим. Я уверен, сегодняшнее мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел, и пожелать вам всем крепкого здоровья, крепкого имама, крепкого ислама. Дай Аллах, чтобы скорее наступил мир на палестинской земле тоже. Спасибо всем. Удачи. Баракаллах, я Суби Магомедович, пусть Всевышний Аллах будет доволен. Аллаху амин на ваши сделанные дуа. Предоставим слово заместителю муфтия Республики Дагестан Салимову Абдулла Хаджи. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Уважаемые братья, джамаат, алимы, представители администрации, сестры, вам хочу передать салям от муфтия нашей республики, шейх Ахмада Афанди Абдуллаева. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля баракатуху. Сегодня такой необычный маджлис, подобный маджлис, впервые за 19 лет в этом районе, чтобы в таком формате республиканский маджлис алимов вот сегодня прошел. Это прекрасная новость. Я думаю, это начало новой истории. Тем более и марафон детей, совершающих намаз за имамом, и этот маджлис, я думаю, это все, я уверен в том, что это все указывает на то, что жители, в первую очередь жители этого района, этого села, становятся лучше, богобоязненнее, начинают понимать религию еще больше, любят Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассаляма. А когда такое происходит, Всевышний дарует вот такие маджлисы детей, которые совершают намаз. Эту мысль провести такой марафон для имама, для его работников, это все благодаря джамаату, который вот сегодня здесь находится, которые становятся лучше, исправляются. Это очень прекрасно. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем только хорошие новости приходили с вашего района, и чтобы мы радовали наших духовных наставников, наших муфтиев. Тот мальчик, который выиграл велосипед, я думаю, это он выше всех чемпионов, спортивных чемпионов, которые есть в нашей республике. Он сделал, по сути, очень сложную вещь. Не всем под силу совершить вот такой подвиг. Надо этим гордиться. Надо благодарить Всевышнего Аллаха. Аллаху Акбар. У нас в республике нет слабых районов. Наш муфти Ахмад Афанди, он часто говорит, что у всех дагестанцев есть иман. У всех дагестанцев есть иман и есть нравственность. Просто они у кого-то очень там глубоко сидят.
И у нас нет слабых районов, в которых слабо развит ислам. У нас есть районы, до жителей которых просто кто-то еще не достучался, чтобы дойти до этого имана, до этой нравственности. Поэтому я хочу обратиться в первую очередь жителям Лакского района, этого села. Все, что вы сегодня услышали на этом маджлисе, это все нужно постараться практиковать в вашей жизни, в вашей работе, чтобы ваш сосед, ваш коллега, который еще не пришел к этому, но глядя на вас, на вашу нравственность, на вашу порядочность, на вашу справедливость в работе, на ваше вождение, на ваше правильное ведение бизнеса, торговли, воспитание детей, чтобы они смотрели и чтобы эта благодать касалась их тоже. Вот для чего совершаются эти маджлисы. Вот для чего сегодня вы сюда пришли. Чтобы мы сегодня все одна команда. Чтобы мы вышли с этого маджлиса и постарались распространить этот баракат, эту благодать. Насчет детей хочу сказать тоже. Нам, родителям, просто нужно пойти на очень большое, на очень чем-то пожертвовать ради наших детей. Вот вы слышали, сейчас летние курсы начинаются. Кто-то не просто даже не отправляет детей, кто-то даже не говорит детям об этом. Оказывается, в прошлом году один из наших братьев, находясь в Финляндии, увидел ролик летних курсов, взял отпуск с работы и прилетел с детьми, чтобы они обучались здесь. Видите, можно же найти время, отойти от работы, прилететь. Оказывается, это возможно. Еще рассказывали, один отец, у которого сын начал преследовать вот такие экстремистские взгляды в религии, крайние взгляды в религии. И сын тоже понимает, зачем подходить к отцу, если он не разбирается в этих вопросах. Он ищет ответы в интернете. Что делает отец? В течение года посещает алимов, берет блокнот, записывает эти спорные вопросы, изучает, начинает в них разбираться, переспрашивает, уточняет и в итоге доказывает сыну, в чем он не прав, и возвращает его на истинный путь. Можно же, оказывается, и стать и алимом, стать и психологом, стать и оратором, кем угодно можно стать ради наших детей. Оно того стоит. Чтобы их воспитать, чтобы их направить, мы сегодня просто ленимся. У нас лень, нам неохота привести его в мечеть. Духовенство района, села организовывает все. Нам просто бывает лень привести его. Нам самим бывает лень учиться, обучаться. Но это вопрос жизни и смерти. Вопрос воспитания детей – это вопрос жизни и смерти. Нам нужно отдать огромные силы на это. Но для этого и имам, и его команда, их задача все это организовать, облегчить все это. И сегодня есть возможность, есть преподаватели, есть алим, есть мадрасы, чтобы наши дети обучались. Это нелегкое дело, Аллахи. Говорить легко можно насчет воспитания детей, но каждый родитель же понимает, года проходят ребенка, а он меняется, ты не успеваешь его исправлять. Тебя не бывает дома. Супруга упускает. Супруга не знает обязанностей своей. Если мы не можем, нужно хотя бы отдать, направить ребенка, чтобы специалисты обучались с ним. Пусть нам Всевышний поможет, всем родителям, в первую очередь, всем нам, воспитание детей. Но если такой марафон был, есть такие дети, я думаю, нет повода переживать. В этом селе, в этом районе будет очень достойное подрастающее поколение. И спортивно развитые, и духовно развитые, которые будут нас только радовать. Пусть Всевышний примет этот маджлис, чтобы мы, я вот всегда говорю, вот эта вся организация бывает впустую. Если мы просто уйдем с этого маджлиса, ничего не возьмем. Но даже если один из нас просто вознамерится, давай-ка все, что я здесь услышал, давай-ка я начну исправляться, заметку сделаю, значит, этот маджлис прошел не зря.
Давайте мы сделаем такое намерение, иншаллах. И будет баракат, несомненно, будет благодать в республике, в этом селе, в этом районе, иншаллах. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Баракаллах, Аллахума амин. Пусть Всевышний Аллах примет наш маджлис. Дай Аллах, чтобы те люди, которые издалека к нам приехали, начиная со сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, для того, чтобы здесь распространить ислам. Те алимы, которые издалека приехали, для того, чтобы до нас, до наших детей донести слово Аллаха. Наши братья из Йемена, которые приехали. Ахмадул Ямани, который покоится на похоронен у нас в Газикумухе. Все наши ады, ханы, шамхалы, все алимы, шейхи, всю свою жизнь, чему они отдали, дай Аллах, чтобы мы приняли для себя это и продолжили передавать своим последующим поколениям. Аллахума амин. Алхамдулилля за наш сегодняшний маджлис. Безграничная хвала Всевышнему Аллаху.